жоғары колледжінің ұжымына рахметімізді айтамыз. Және бұл колледж біздің осы Атырау облысындағы ең алдыңғы қатарлы жаңалықтардың барлығын қамти отырып, сол жаңалықтардың көшінен қалмай жүретін мақтаулы оқу орындарымыздың бірі. Сөз кезегін осы колледждің оқытушыларына береміз. WorldSkills стандарттары бойынша инженерлік графика CAD компетенциясынан қашықтан чемпионатқа дайындау. WorldSkills қозғалысының мақсаты жұмысшы мамандықтарының мәртебесін арттыру және шеберлік дағдыларын дамыту болып табылатын халықаралық коммерциялық емес қозғалыс. Әлемнің барлық кәсіптік білімінің дамуына тура әсер етеді. Еліміздегі туындаған жағдайға байланысты біздер WorldSkills чемпионатына дайындығымызды тоқтатқан жоқпыз. Қашықтықтан студенттерді үйде отырып дайындап отырмын. Біздің колледжімізде студенттердің FabLab шығармашылық лабораториясы барлық жаңа үлгідегі жабдықтармен қамтылған. Солардың бірі алдарыңызға ұсынылып отырған 3D принтерлер. Қашықтан студенттер көптеген Cura, Keyslicer, Tinkercad, Craftware, 3D Slash, Blender 3D бағдарламаларының көмегімен 3D модельдерін жасайды. Одан кейін TeamViewer бағдарламаларының көмегімен үйде отырып келесі объектідегі, яғни колледждегі FabLab лабораториясында орналасқан 3D принтерлерді басқаруға мүмкіндік алады. TeamViewer бағдарламасы компьютерлерді қашықтан басқаруға арналған бағдарлама. Студенттер қашықтан оқыған кезде 3D принтерлерге модельдердің командасын беріп, жүктейді де керек детальдарын басып шығарады. Осындай бір проекті ол 4-ші курс студенті Мизанов Мейірбектің есік тұтқасына арналған пластикалық ручник. Жобамыздың нәтижесінде алынған пластикалық ручник пандемия кезінде сақтау шараларын күшейту мақсатында колледж есігінің тұтқаларына орнатылған болатын. Әлі де біздің жобаларымыз өте көп, сондықтан болашақта да қашықтан жұмысымызды жалғастыра береміз. Сөз кезегін студентім Мизанов Мейірбекке беремін. Приветствую всех учителей на этой конференции. Получается, меня зовут Мизанов Мейірбек Кербулатович. Я являюсь студентом 4-го курса Атырауского политехнического высшего колледжа. И сейчас я собираюсь вам продемонстрировать удаленное управление другими компьютерами с помощью программы TeamViewer. Получается, на самом деле, работа не появляется от того, что мы сразу хотим удаленно управлять, а появляется с того места, где появляется задача. К примеру, у нас изначально была задача создать вот такую вот ручку, которая будет помогать уже открывать двери не с помощью ладони, которая прикасается часто к другим поверхностям, к другим людям, а уже открывать с помощью других частей рук. Получается, самая первая постановка задач – это создать вот такую 3D-модель. И именно для создания 3D-модели мы использовали вот эту браузерную программу, которая называется Tinkercad. По сайту tinkercad.com вы можете зайти и посмотреть сами, зарегистрироваться в эти. Получается, почему мы его выбрали? Потому что она является самой понятной для визуального просмотра. К примеру, чтобы создать здесь 3D-модели, здесь работает функция наложения нескольких блоков. К примеру, есть блок, который полупрозрачный, они у вас называются отверстиями. Если мы соединим их с обычными фигурами и сгруппируем, у нас появляется уже более сложная фигура, и тем самым мы можем создавать различные 3D-модели. Получается, фигур ограниченное количество, а их вариантов применения, их взаимосвязи бесконечно. Поэтому здесь уже возможно сделать фактически любую 3D-модель. Вот эту 3D-модель то есть программу 3D-моделирования мы рассматриваем еще и на курсе, вот в колледже первокурсника мы преподаем робототехнику, которой интересуются, они все приходят, и получается, помимо робототехники, программирования, радиоэлектроники, они изучают и 3D-моделирование именно через эту программу. То есть 3D-модель мы нарисовали. Следующее у нас по очереди уже загрузка вот этой самой 3D-модели в компьютер, который находится в колледже. Далее после компьютера уже в сам 3D-принтер. Получается, мы просто вот эту 3D-модель скачать и запустить в принтер мы не сможем, потому что нам требуется эту 3D-модель вывести в отдельную программу, то есть в отдельные слои, которые потом будет печатать наш 3D-принтер. И для этого мы уже для связи с компьютером в колледже мы использовали программу, которая называется TeamViewer. Давайте рассмотрим, для чего он в целом нужен, где его применение.
TeamViewer еще применяют для того, чтобы производить видеоконференции, как у нас, как презентации, звонки, чат и так далее. То есть это полноценные удаленные разговоры с другими людьми. И помимо этого у него основной задачей является удаленный доступ к компьютеру. В нашем случае мы его использовали для удаленного доступа к компьютеру, чтобы разделить нашу 3D-модель на слои с помощью специальной программы и смогли запустить программу 3D-принтера для обработки самой 3D-модели. И включили сам принтер в действие. Получается, здесь уже идет взаимосвязь с программистами нашего колледжа, которые во время коронавируса находились и поддерживали работоспособность серверов, программ, интернета и так далее. Помимо того, что мы включаем 3D-принтер, можно включить любое оборудование, которое имеет взаимосвязь с компьютером. То есть, к примеру, вот этот ЧП-установок, который оснащен лазером, который гравирует по дереву и не только по любому материалу, он тоже связан с отдельным ноутбуком. И если мы через TeamViewer подключимся к этому ноутбуку, то мы сможем уже запустить удаленно и ЧПУ-станок для того, чтобы гравировать другие материалы. Помимо этого, в нашем FabLab находится огромное количество оборудования. Как вы можете заметить, 4 3D-принтера, сам ЧПУ-станок, несколько компьютеров, и мы с помощью TeamViewer уже подключились к одному из этих компьютеров. Я для того, чтобы не затягивать время, заранее записал скринкаст, то есть запись на его экрана, как я подключался к этим компьютерам. Получается, при открытии нашей программы у нас вот выходит такое окно, в котором спрашивают, хотим ли мы установить TeamViewer или только запустить, и с какой целью мы его используем. В нашем случае это лично некоммерческое для того, чтобы создать и распечатать вот эту модель. Выбираем нужные кнопки и уже запускаем. После запуска, получается, к нам выходит вот такое окно, в котором нам выдают специальный идентификационный номер и свой пароль. Если мы передадим этот идентификационный номер и пароль другим людям, которые тоже откроют TeamViewer, то они смогут подключиться к нашему компьютеру и уже управлять нашим компьютером удаленно. Следующее, для того, чтобы подключиться к другому компьютеру, мне надо было ввести ID партнера. То есть я ранее уже подключался, поэтому он у меня остается по умолчанию. После этого, что мы именно хотим, передать файлы или удаленное управление. В моем случае удаленное управление. Нажимаю «Подключиться», и идет загрузка по подключению. Здесь меня требует пароль. Я могу пароль просмотреть с помощью вот изображения, которое мне отправили, и мы вот так наладили контакт с работниками колледжа. Далее у нас идет подключение, и мы попадаем на рабочий стол нашего компьютера, который находится в колледже. Получается, это фактически я нахожусь дома и могу управлять программами, которые в колледже. То есть здесь уже в этой программе мне потребуется задать настройки температуры стола, настройки уровня слоя, температуру, настройки самого сопла, под какой пластик он будет устанавливаться. И вот эта вся часть настроек является именно основной во время работы с 3D-принтером. И в силу того, что эту часть, к примеру, другим людям тяжело настроить правильно, мы можем уже взаимодействовать таким образом, что всю самую сложную часть, которая связана с компьютером, выполняем, находясь дома, а остальную часть уже, к примеру, сотрудники колледжа могут сами выполнить. Получается, мы нажимаем, вот 3D-модель уже загружена, вы можете заметить, что справа снизу есть кнопка «Сохранить на внешний носитель», то есть флешка подключена к компьютеру, и нажимая на «Сохранить на внешний носитель», мы загружаем уже 3D-модель в саму флешку. Далее остается просто вытащить эту флешку, подключить его к самому 3D-принтеру, нажать на нужные кнопки, и принтер уже начнет печатать нашу 3D-модель. Получается, вот с помощью TeamViewer можно удаленно управлять другими компьютерами, и вот это удаленное управление является самой основной, которым используют и в коммерческих целях, к примеру, допустим, рестораны и так далее, они тоже используют TeamViewer, но для того, чтобы вместо того, чтобы ехать по разным точкам, они могут уже, находясь в офисе, вводить технические работы на других компьютерах. Вот с таким вот приложением я вас на этой конференции ознакомил. Если есть вопросы, вы можете задавать. На этом мое выступление заканчивается.